Эфир нашего канала продолжит брифинг о работе пункта отбора на военную службу по контракту. Предлагаем послушать. Пункт отбора на военную службу по контракту 3-го разряда город Якутска не прекращает свою работу по отбору граждан на военную службу по контракту в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Служба по контракту – это осознанный выбор каждого мужчины, решившего отстоять будущее Родины и своих близких. Ежедневно пункт отбора посещает большое количество граждан, решивших связать свою жизнь защитой Отечества. Всем необходимым для выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции военнослужащих обеспечивает Министерство обороны. Ежемесячное денежное довольствие в зоне СВО может достигать до 400 тысяч рублей. После заключения контракта с Министерством обороны Российской Федерации выплачивается единовременная денежная выплата от 1 миллиона 400 тысяч рублей, из которых 400 тысяч рублей от Министерства обороны, 900 тысяч рублей от Республики Саха-Якутия, 100 тысяч рублей от городского округа город Якутск. Получить полезную профессию и встать в один строй с патриотами легко. Подробную информацию можно узнать в пункте отбора на военную службу по контракту по адресу город Якутск, улица Чапаева, 23, в любое удобное для вас время. Также проконсультироваться можно по телефонам 841 12 32 10 40 или 824 166 13 93 круглосуточно. Больше информации на сайте службы по контракту 14.рф. Далее блок новостей в студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Вначале коротко об основных темах к этому часу. Зимняя дорога. Стали известны сроки открытия ледовых переправ в Якутии. Расскажем подробности. Подача тепла и утепление. Муниципалитеты республики и отраслевые ведомства продолжают работу по получению паспортов готовности к отопительному сезону. В работу запущена линия ВОЛС, проложенная от села Тока до двух отдаленных поселений Алекминского района – Тяня и Бескёль. Открытие ледовых переправ через реку Вилюй для машин весом до 4 тонн планируется с 1 декабря этого года. Переправы на реке будут доступны на 660, 807, 956 и на 1049 километрах федеральной дороги Вилюй. В то же время ледовые автозимники на федеральной трассе Колыма планируют открыть с 5 января следующего года. Через реку Лену по маршруту Якутск-Нижний Бестях и через реку Алдан по маршруту Хандыга-Мегина-Алдан с 1 декабря этого года. Отмечается, что сроки открытия переправ могут быть скорректированы в связи с погодными условиями. Тем временем сотрудники ГИМС и административной комиссии Усть-Алданского района проводят профилактические рейды по предупреждению выездов на лед во время введенных ограничений на переправе Кангаласы-Сотинцы. И напоминают, что по статье 9.10 Кодекса об административных правонарушениях Республики Саха-Якутия имеется ответственность за выезд на лед машин на период введенных ограничений. Предусмотрены штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей на физлиц, а также на юрлиц вплоть до 1 миллиона рублей. Ледовые переправы в Якутии начнут открываться поэтапно. По направлению Кангаласы-Сотинцы открытие планируется в конце декабря. Мы приехали сегодня на профилактический рейд с работниками ГИМС, сотрудником полиции Усть-Алданского района. Хочу призвать, чтобы граждане в целях безопасности воздерживались от выезда на лед в период введенных ограничений. Лед сейчас очень тонкий. Пожалуйста, не рискуйте своими жизнями и жизнями пассажиров. По завершению арктической навигации наступает время зеленых авиарейсов. Арктическая торгово-логистическая компания в Зырянку доставила социально значимый груз, направленный на поддержку жителей арктических улусов республики. Среди доставленных товаров молоко, йогурт, кефир из Хангаласского улуса, яблоки, виноград, лимоны, апельсины, чеснок, огурцы, кондитерские изделия якутского хлебокомбината, колбасные изделия фирм Хотуаз, Искиф, яйца и сыры. Муниципалитеты республики и отраслевые ведомства продолжают работу по получению паспортов готовности к отопительному сезону. Первый вице-премьер республики Джилустан Борисов провел совещание по подготовке объектов ЖКХ и топливно-энергетического комплекса, жилищного фонда и объектов социального назначения к отопительному сезону. Согласно данным МинЖКХ республики, для надежного прохождения отопительного периода в Якутии подготовили 1165 котельных, водопроводных и канализационных сетей, электропередач и дизельных электростанций. В прошлом году на полях второго федерального форума «Цифровой алмаз» было подписано соглашение о социальном партнерстве между Республикой Саха-Якутия и группой компаний «Нордголд». Результатом соглашения стала прокладка линии ВОЛС от села Тока до двух отдаленных поселений в Алекминском районе – Тяня и Бескёль. Сегодня глава Якутии Айсен Николаев в торжественной обстановке запустил линию ВОЛС в работу. Подробности далее.
Быстрый и качественный интернет стал доступен жителям труднодоступных сел Тяня и Бескёль. Еще недавно это было на уровне мечты, скажем честно, практически несбыточной. Конечно, данный проект – это амбициозный проект. И, по сути, это было почти мечтой, так как расстояние и расположение сел не предполагало в ближайшем времени реализовать данный проект. Порядка 170 миллионов вложила в исполнение этой мечты золотодобывающая компания «Нордголд». Прокладка кабеля особой прочности заняла рекордно малые сроки. Сложно было поверить, что такой большой проект может быть реализован так быстро, всего лишь за 1 год. И действительно это получилось. И спасибо большое всем, кто приложил к этому руку. Мы даже не представляли, что за такой короткий срок можно провести столь масштабные работы по подключению интернета. Ведь наш наследник трудоступный и находится 200 километров от районного центра. Запуск проекта стал значимым и ярким событием года для всей республики. Я рад, что с сегодняшнего дня два наших отдаленных наследника вступают уже в цифровой мир, в мир, где безграничные возможности. Телемедицина, электронный документооборот, электронные сервисы. Сейчас жителям труднодоступных сел доступно все. Запуск разрешаю. Мы очень рады к этому событию, вдвойне рады наши дети. И хочется отметить, что это событие совпало с годом семьи в Российской Федерации и годом действия в Республике Саха-Якутия. А как довольны и ребятишки? С сегодняшнего дня обучение станет доступнее благодаря интернету. Мы сможем получать образование в онлайн-формате. Это позволит нам расширить свои знания. Мы очень рады появлению интернета. Сейчас у нас появится возможность участвовать в различных конкурсах и конференциях. И, конечно же, поддерживать связь со своими близкими в любое время, в любой точке мира. У глав наследников свое видение. Интернет, возможность развития, решение многих вопросов. Новая магистральная линия связи в работе. Теперь села Тяня и Бескёль Алюкминского района на связи. Поздравляем всех с этим знаковым событием. Елена Фаст, Максим Копылов, Алёкминск. Главная тема от федерального форума «Цифровой алмаз» в этом году – цифровая трансформация регионов, которая является одной из национальных целей развития России. В течение 2 дней для участников форума проводят порядка 40 мероприятий, в том числе одна из площадок – семинар для цифровых СМИ. В рамках сессии были подняты вопросы развития контента в цифровую эпоху. Спикерами выступили генеральный директор НВК «Саха» Олег Марков, а также приглашенные гости из Москвы, руководитель и сотрудники компании ВК, направления продвижения и аналитика. Мы в своей работе стремимся показать региональным медиа, а как же правильно адаптировать контент под социальные сети, как переупаковать новостной контент в клип, как сделать максимально интересный заголовок в лонгриде. А сегодня мы разобрали и лучшие, и не самые удачные кейсы и примеры. И я, конечно, рада, что аудитория максимально была заинтересована и проявляла свою активность. «Путь президента» состоялся показ документального фильма о первом президенте Республики Саха-Якутия Михаиле Ефимовиче Николаеве. Показ картины прошел в преддверии празднования дня его рождения. Режиссером фильма выступил заслуженный деятель искусств России Никита Аржаков, сценарист, народный писатель Якутии Владимир Федоров, оператор Юрий Бережнев. Как отмечают авторы, у Николаева был длинный путь и неординарная судьба. Трудное детство, военные годы, студенчество, которое совпало с восстановлением страны, испытания 90-х годов, через которые первый президент провел многонациональный народ Якутии сферой безграничные возможности для родной республики, навсегда оставшись в памяти якутян создателем новой Якутии в новой России. Все это и нашло отражение в документальном фильме. Его путь – это очень сложный и в то же время очень такой жизненный путь, очень особенный путь. Мы много включили его высказывания насчет философов. Он очень любил Кулаковского. Тут очень важная роль,
мы уделили Кулаковскому, его произведениям. И как бы этот фильм, мне кажется, этот фильм монолог, как будто мы разговариваем с Михаилом Ефимовичем. Начались выезды специалистов Республиканского психологического центра в Алданский, Вилюйский, Нерингринский, Нижнеколымский и Алекминский районы. Мероприятие приурочено к Году семьи и детства. Помимо ведущих специалистов, вести семинары будут и приглашенные эксперты. Так, в городе Вилюйске тренинг на тему развития управленческих компетенций проводит психодиагност, консультант по управлению и организационному развитию из Иркутской области Анна Козулева. Наших руководителей надо обучать, развивать, да, чтобы они у нас были компетентными, чтобы смело использовали современные технологии и инструменты. При управлении персоналом тема интересна, тема действительно актуальна, и участники заинтересованы, проявляют активность. Мы постараемся, чтобы эти 2 дня были достаточно плодотворны, чтобы, когда наши участники выйдут отсюда и приедут в свои коллективы, они могли использовать, применять на практике полученные знания, умения и навыки и повысить эффективность своих команд для достижения целей. В Якутии с этого года в 18 образовательных организациях открываются специальные кабинеты для реализации образовательных программ в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы». Проект определяет стратегию развития баз до 2030 года. Например, на днях в Нюрбинском районе на базе Нюрбинского технического лицея открылся полностью оснащенный современным оборудованием, квадрокоптерами, компьютерами, программным обеспечением, виртуальными очками и многим другим кабинет для обучения навыками владения беспилотными авиационными системами. Программы обучения включают основы изучения беспилотных летательных аппаратов и их интеграция в образовательный процесс. Программу будут внедрять педагоги, прошедшие специальные курсы по работе с беспилотными аппаратами в городе Хабаровске. Будем вести часы ВУД по беспилотным летательным аппаратам. 3 часа. И учителя, уже дипломированные учителя, они ведут часы кружков по БАС для 7 и 8 классов. Конструирование, моделирование, 3D-моделирование и программирование. Они будут этим навыкам будут обучаться. К этому часу это все новости. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.